День добрый, дорогие ребята! Мы продолжаем изучать биологию, и тема нашего сегодняшнего урока – закономерности наследственности, моногибридное скрещивание, анализирующее скрещивание, дигибридное скрещивание. Таким образом, на сегодняшнем уроке мы вспомним основные понятия, используемые в генетике, обсудим закономерности наследственности, предложенные Менделем, рассмотрим моногибридное, анализирующее и дигибридные виды скрещиваний. А начнем мы сегодняшнее занятие с того, что вспомним основные генетические понятия, с которыми мы познакомились на прошлом уроке. Так, аллели – это различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака. Также мы можем сказать, что это парные гены, один из которых был унаследован от одного родителя, а второй от другого, которые несут информацию о одной паре признаков, например, наличие или отсутствие крыльев у дрозофилы, зеленый или желтый цвет горошин и тому подобное. Здесь обратите внимание, как мы оформляем нашу запись генетических свойств организма. Латинской буквой «П» мы показываем родителей, знаком «умножить» мы показываем процесс скрещивания, специальными символами мы показываем мужской и женский пол. Как вы помните, у нас есть символ мужской особи, это щит и копье Марса, и есть символ женской особи, это зеркало Венеры. Кроме того, гаметы, несущие интересующие нас гены от обоих родителей, отображаются в виде букв, заключенных в кружки. А сами гаметы родителей мы обозначаем латинской буквой G. Потомки от родителей, или еще их называют гибриды первого поколения, обозначаются латинской буквой F с нижним индексом 1, что указывает, что это первое поколение потомков от родителей. Генотип, как вы помните, это совокупность генов организма. В частности, при изучении каких-либо конкретных свойств организма генотип может описывать только интересующие нас гены в конкретном организме. Фенотип – это совокупность внешних и внутренних признаков организма, сформировавшихся на базе генотипа во время его индивидуального развития. В случае с фенотипом мы также можем говорить о всех признаках или о конкретных, интересующих нас проявлениях работы генов, как, например, таких как окраска цветка и тому подобное. Важным для нас является понимание эффекта доминирования. Так, повторяя пройденную тему, вспомним, что доминирование – это форма взаимоотношений между аллельными генами, при котором один из них, доминантный, подавляет проявление другого, рецессивного. Доминантный признак, как, например, на слайде серый цвет окраски шерсти у кроликов, проявляется у гетерозигот и гомозигот по доминантному признаку. Такие гены или признаки называются доминантными. Вспомним, что такое рецессивный ген. Это аллель, определяющая развитие признака только в гомозиготном состоянии. То есть в случае с рецессивным геном будет проявляться только если рядом нет доминантного. Признаки рецессивного гена будут появляться только в состоянии рецессивной гомозиготы. Такие гены или признаки называются рецессивными. Помним, что такое гетерозиготное состояние организма. Так, гетерозиготными являются организмы, клетки которых имеют хромосомы, которые несут разные формы или аллели того или иного гена. При этом гомозиготные организмы, напротив, это организмы, в клетках которых аллельные гены одинаковы. При этом гомозиготные организмы, напротив, это организмы, в клетках которых аллельные гены одинаковы. При этом гомозиготами они будут как доминантными, то есть иметь два доминантных гена, которые мы обозначаем двумя большими буквами, так и рецессивными гомозиготами. При этом такие организмы будут иметь два рецессивных гена. Таким образом, мы подходим к обсуждению закономерностей наследственности, выявленных Грегором Менделем. Первые попытки экспериментального решения проблем, связанных с распределением признаков из поколения в поколение, предпринимались уже в XVIII веке. Ученые, скрещивая между собой различающихся особей
и, получая гибридное потомство, стремились узнать, как наследуются родительские свойства. Однако, одновременное изучение большого количества признаков взаимодействия генов приводили к невозможности выявить какой-либо закономерности. Многие ботаники путем скрещивания родителей с разными вариантами одного и того же признака пытались выявить механизмы наследования. Однако честь открытия количественных закономерностей наследования признаков принадлежит чешскому ботанику-любителю Грегору Менделю. Первое, на что обратил внимание ученый, это выбор объекта исследования. Для своих опытов Мендель взял горох. Основанием для такого выбора было то, что эти растения относительно просто разводить, и они имеют короткий период развития. Кроме того, в распоряжении Менделя были сорта, четко отличающиеся друг от друга по целому ряду признаков. Одним из самых существенных моментов во всей работе было определение числа признаков, по которым должны различаться скрещиваемые растения. Мендель впервые осознал, что, начав с самого простого случая, разделения родителей по одному единственному признаку, и постепенно усложняя задачу, можно надеяться распутать весь клубок закономерностей наследования признаков. Здесь с особой силой выявлялась строгая математичность его мышления. Именно такой подход к постановке опытов позволил Менделю четко планировать дальнейшее усложнение экспериментов. Другой важной особенностью его исследований было то, что он выбрал для себя организмы, относящиеся к чистым линиям, то есть таким растениям, в ряду поколений которых при самоопылении не наблюдалось расщепления по изучаемому признаку. Не менее важно и то, что он наблюдал за наследованием альтернативных, то есть взаимоисключающих контрастных признаков, которые наследуются независимо друг от друга. Например, цветки у одного растения были пурпурными, у другого белыми. Рост растения высокий, у другого низкий и так далее. Сравнивая результаты опытов и теоретические расчеты, Мендель особенно подчеркивал среднестатистический характер открытых им закономерностей. То есть, чем большее число потомков образовывалось в результате скрещивания, тем ближе у них соотношение различных родительских признаков в эксперименте к расчетному теоретическому. Перечисленные и некоторые другие примеры явились новым методом изучения наследственности, открывшим целую эпоху в биологии. Метод Менделя получил название гибридологического. Закономерности наследования признаков, выявленные Менделем и описанные им в работе «Опыты над растительными гибридами», в настоящее время принято формулировать в виде законов, носящих его имя. После переоткрытия законов Менделя в 1900 году произошло признание приоритета чешского ученого и началось стремительное развитие генетики. Таким образом, было установлено, что законы Менделя имеют всеобщий характер и справедливы для независимо наследуемых аллельных генов, расположенных в разных гомологичных хромосомах. Давайте рассмотрим первый закон Менделя, который также называется законом единообразия гибридов первого поколения. Данный закон гласит, что при скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к разным чистым линиям и отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных проявлений признака, все первое поколение гибридов F1 окажется единообразным и будет нести проявление признака одного из родителей. Мендель использовал в опытах растения, относящиеся к разным чистым линиям, потомки которых в длинном ряду поколений были сходны с родительскими формами. Следовательно, у этих растений оба аллельных гена одинаковые. Для иллюстрации первого закона Менделя, закона единообразия первого поколения, воспроизведем опыты ученого по моногибридному скрещиванию растений гороха. Скрещивание двух организмов называют гибридизацией. Потомство от скрещивания двух особей с различной наследственностью называют гибридным.
а отдельную особь гибридом. Моногибридным называют скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков. Например, признак цвет семян и его взаимоисключающие варианты желтый и зеленый. Все остальные признаки, свойственные данным организмам, во внимание не принимаются, в расчетах не участвуют. Так, при скрещивании родителей женской особи по фенотипу, имеющей желтый цвет семян, а по генотипу являющейся гомозиготной по доминантному типу А большое, с мужской особью, которая по фенотипу имеет зеленый цвет горошин, а по генотипу является гомозиготной по рецессивному типу А малое, формируются гаметы от женской особи с доминантным геном А большое, от мужской особи с рецессивным геном А малое. Чтобы проанализировать, какое потомство при этом получается, необходимо воспользоваться специальным инструментом – решеткой Пинета. Расставляем по вертикали гаметы в этой таблице и по горизонтали. Смотрим, какие генотипы получаются в результате объединения двух гамет в одну зиготу. На основании полученных ранее знаний о свойствах доминантных и рецессивных генов смотрим, какие фенотипы у нас получаются. Таким образом, мы видим, что все гибриды первого поколения у нас имеют желтый окрас семян. Это по фенотипу. А по генотипу все особи, получившиеся в результате данного скрещивания, имеют генотипы А большое, А малое. Таким образом, мы видим единообразие всех получаемых в результате данного скрещивания особей. И все они похожи на одного из родителей, который нес доминантный ген. Второй закон Менделя, или закон расщепления, гласит, что при скрещивании двух гетерозиготных потомков первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом отношении по фенотипу 3 к 1, по генотипу 1 к 2 к 1. Давайте посмотрим, что это значит. Так, как и в предыдущем опыте, мы записываем родителей и их генотипы в одну строчку. При этом не забывайте ставить символы мужской и женской особей и знак «умножить», который, как вы помните, показывает нам процесс скрещивания. В данном случае мы говорим о скрещивании потомков первого поколения, чтобы получить потомков второго поколения. Женскую особь по фенотипу, имеющую желтый цвет семян, а по генотипу являющейся гетерозиготной, то есть несущей гены А большое и А малое, с мужской особью, сходной по генотипу и фенотипу. В результате формируются гаметы. От женской особи только две возможные комбинации гамет. Одна гамета с доминантным геном, а вторая гамета с рецессивным геном. От мужской особи формируются гаметы аналогичные, как у женской. Чтобы проанализировать потомство, которое при этом получится, берем решетку Пинета. Расставляем по вертикали и горизонтали гаметы в этой таблице и смотрим, какие генотипы получаются в результате объединения двух гамет. Как и в предыдущий раз, на основании полученных ранее знаний о свойствах доминантных и рецессивных генов смотрим, какие фенотипы у нас получаются. Таким образом, мы видим, что в результате скрещивания особей первого поколения между собой во втором поколении у нас появляется расщепление с определенной частотой. По генотипу это расщепление будет составлять 1 к 2 к 1, а по фенотипу 3 к 1. А именно, 3 части растений имеют желтые семена, а одна часть растений имеет зеленые семена. Или мы можем сказать, 3/4 всех семян у нас будут желтые, а 1/4 всех семян будет у нас зеленая. А если мы говорим про расщепление по генотипу, то мы видим расщепление 1 к 2 к 1, то есть 1/4 часть – это доминантные гомозиготы, 2/4 части – это гетерозиготы, и 1/4 часть – это рецессивные гомозиготы. Иногда мы можем иметь случаи, когда генетическая конституция особи неизвестна. При этом мы можем воспользоваться анализирующим скрещиванием. Так, как вы поняли, анализирующее скрещивание используется для выявления неизвестного генотипа одного из родителей.
Генотип может быть неизвестен, когда по фенотипу нельзя сделать однозначный вывод о породившем его генотипе. Например, при доминировании экземпляры с генотипами А большой и А большой, А малое имеют одинаковый фенотип. В качестве второго родителя при анализирующем скрещивании берется так называемый организм-анализатор. Это особь с исключительно рецессивными аллелями по исследуемым генам. Такая особь образует гаметы только одного типа. На фоне рецессивных аллелей становятся видны аллели первого родителя. Например, имеется особь с доминантным фенотипом и неизвестным генотипом. При скрещивании ее с рецессивным экземпляром возможны два варианта. При первом варианте все гибриды первого поколения F1 будут иметь доминантный фенотип. В этом случае исследуемый экземпляр имел генотип А большой, так как он образует гаметы одного типа с доминантным аллелем. При сочетании с рецессивным аллелем анализатора образуются только генотипы по типу А большое, А малое. Вы, наверное, заметили, такое расщепление мы уже разбирали, когда рассматривали первый закон Менделя. Во втором случае половина потомков будет иметь доминантный признак, а половина рецессивный. Так, если генотип родителя А большое, А малое, то он образует гаметы двух типов в равных количествах с аллелем А большое и с аллелем А малое. При сочетании с рецессивным аллелем анализатора образуются генотипы А большое, А малое и А малое, имеющие разный фенотип. При этом половина растений будет с желтыми семенами, а половина зелеными. То есть мы видим расщепление 1 к 1, или мы можем сказать 50 на 50. То есть половина растений будет с желтыми семенами, а половина с зелеными. Давайте рассмотрим немного подробнее такое скрещивание. Как и в предыдущих случаях, запишем родителей и выпишем в кружках гаметы, которые они образуют. Далее размещаем гаметы в решетке Пинета и после этого анализируем, какие потомки получаются. Анализируя, какие особи по фенотипу получаются, мы видим, что половина особей имеет зеленый цвет горошин, а половина желтый. То есть здесь присутствует расщепление 1 к 1. Как вы видите, в первом анализирующем скрещивании у нас были все потомки желтые, и мы можем сказать, что генотип исследуемого нами предка был А большое, то есть доминантный гомозигот. Во втором же случае мы видим расщепление 50 на 50 или 1 к 1. Такое поведение распределения генов говорит нам о том, что исследованный нами родитель по генотипу был А большое, А малое, то есть гетерозиготом. Изучение наследования одной пары аллелей позволило Менделю установить ряд важных генетических закономерностей, таких, например, как доминирование, неизменность рецессивных аллелей у гибридов, расщепление потомства гибридов по изучаемому признаку в отношении 3 к 1. Явление расщепления позволило предложить, что гаметы генетически чисты, то есть содержат только один ген из аллельной пары. Давай попробуем сейчас. Явление расщепления позволило предположить, что гаметы генетически чисты, то есть содержат только один ген из аллельной пары. Однако организмы отличаются друг от друга по многим признакам. Установить закономерности наследования двух и более пар альтернативных признаков, гены которых находятся в разных парах гомологических хромосом, можно путем дигибридного или полигибридного скрещивания. Дигибридным называют скрещивание, при котором рассматривается наследование и производится количественный учет потомства по двум парам альтернативных признаков, а точнее по взаимоисключающим вариантам обоих признаков. Для дигибридного скрещивания Мендель взял гомозиготные растения гороха, отличающиеся по двум генам, определяющим окраску семян, желтый и зеленый, и форму семян, гладкие и морщинистые. Доминантные признаки – желтая окраска, А большое, и гладкая форма, Б большое семян. Каждое растение образует один сорт гамет по изучаемым аллелям.
При слиянии этих гамет потомство будет единообразным. При образовании гамет у дигибрида на каждой пары альтернативных генов, расположенных в различных парах гомологичных хромосом, в гамету попадает только один. При этом вследствие случайности расхождения отцовских и материнских хромосом в первом делении мейоза ген А большое может с равной вероятностью попасть в одну гамету с геном Б большое или с геном Б малое. Точно так же, как и ген А малое может объединиться в одной гамете с геном Б большое или Б малое. Таким образом, мы подходим к третьему закону Менделя или закону независимого распределения признаков. При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях. На законах Менделя основан анализ расщепления и в более сложных случаях при различиях особей по 3, 4 и более парам признаков. Если родительские формы различаются по одной паре признаков, во втором поколении наблюдается расщепление 3 к 1, как мы уже с вами посмотрели. А для дигибридного скрещивания это расщепление будет 9 3 к 1. Давайте познакомимся с примером данного закона при дигибридном скрещивании. Так, при скрещивании двух особей, гомозиготных по всем признакам, в первом поколении будут формироваться особи с одинаковым генотипом и, соответственно, с одинаковым фенотипом. Такое возможно в связи с тем, что родители формируют только одну пару гамет. Используя решетку Пинета, видно, как это происходит. Таким образом, в первом поколении F1 мы видим только желтые гладкие семена гороха, так как все особи гетерозиготны, точнее особи дигетерозиготны, то есть гетерозиготны дважды. Первый раз гетерозиготны по гену цвета горошин и второй раз гетерозиготны по гену шероховатости. Когда же мы скрещиваем особи первого поколения между собой, то здесь количество вариантов гамет увеличивается, поскольку в каждом организме образуется много половых клеток в силу статистических закономерностей. У гибрида дигетерозиготного организма образуется 4 сорта гамет в одинаковом количестве, то есть в 20% случае. А большое, Б большое, А большое, Б малое, А малое, Б большое, А малое, Б малое. Во время оплодотворения каждая из 4 типов гамет одного организма случайно встречается с любой из гамет другого организма. Все возможные сочетания мужских и женских гамет можно легко установить с помощью, как вы знаете, решетки Пинета. После того, как мы получим все сочетания зигот от родительских гамет, мы сможем легко посчитать, что по фенотипу потомство во втором поколении делится на 4 группы в следующих соотношениях. 9 желтых гладких, 3 желтых морщинистых, 3 зеленых гладких и 1 часть зеленая морщинистая. Если учитывать результаты расщепления по каждой паре признаков в отдельности, то получается, что соотношение числа желтых семян к числу зеленых и соотношение числа гладких к числу морщинистых для каждой пары равно 3 к 1. Таким образом, в дигибридном скрещивании каждая пара признаков при расщеплении в потомстве ведет себя так же, как и при моногибридном скрещивании, то есть независимо от другой пары признаков. Таким образом, сегодня на уроке мы вспомнили основные понятия, используемые в генетике, обсудили закономерности наследственности, предложенные Менделем, рассмотрели моногибридные, анализирующие и дигибридные виды скрещиваний. На данном слайде вы можете познакомиться с информационными ресурсами, которые использовались при подготовке данного урока и которые могут быть полезны вам для более углубленного освоения этой темы. Надеюсь, этот урок был для вас понятным, полезным и интересным. Будьте здоровы! До новых встреч!